Геббельс же говорил, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. И он добивался своего, он был талантливый человек. Вот мне кажется, что и сегодня те, кто передергивает историю, стараются принизить заслуги тех, кто уничтожил нацизм, и наоборот, поменять даже местами преступников и их жертвы, они как раз действуют по той же самой логике. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Все-таки поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему и началась война 1 сентября 1939 года именно с Польшей? Она оказалась несговорчивой. И Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши. Самый большой националист в России – это я. Здравствуйте, в эфире «Вести». СССР больше нет. Евреи, исламисты наши враги говорят, это стилизованная свастика. Нет, говорим, это больше, чем одна свастика, это две свастики, левая и правая. Это вообще крест победы окончательной и бесповоротной. Достоинство, честь, чистая кровь и пропаганда идей русизма. Господство белой расы в Европе, а затем во всем мире. Вот наши задачи. То мне не безразлична, далеко не безразлична судьба своей родины, судьба русских людей. Я не хочу, чтобы мои дети, когда они подрастут, чтобы они стали рабами этих черножопых ублюдков. Ты здесь не защищен никем и ничем. Никем и ничем ты в этой стране не защищен. А если та страна, которая о своих людей, о граждане заботится, если эта страна не защищает своих граждан, что у нее может быть впереди? Развал? Все. Хурматлы милләттәштәр, здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики канала, сторонники независимого Башкортостана. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о русском национальном движении Башкортостана. Вообще о русском национальном движении, наверное, тоже надо коротко сказать, что это, кто это такие. После краха СССР начался рост национального самосознания у всех народов, которые раньше входили в Союз Советских Социалистических Республик. Особенно, конечно же, он изначально сильным был у бывших союзных республик. В Прибалтике, на Кавказе, в Средней Азии. Что, конечно же, привело к их победе этих национальных движений, а именно они обрели свою государственную независимость. Национальное движение также было и у ряда национальных республик России, внутри России. И, конечно же, здесь в первую очередь надо отметить чеченское национальное движение, которое объявило о независимости своей республики Ичкерия и воевала за эту независимость с Россией. 2 войны прошло. Надо, конечно же, отметить и татарское национальное движение, которое было также очень сильное, башкирское национальное движение, якутское, тувинское. Ну и вообще у всех национальных республик были свои национальные движения, правда, в той или иной мере роста, скажем так, да. Национальное самосознание тогда бурлило, росло, был подъем. Конечно же, то же самое было и у русских, у русского народа, у русской нации. Русское национальное движение тоже в то время у него был подъем, национальное самосознание росло, появилось очень много различных организаций русских националистов. Сперва, конечно же, это были в большей степени, это были антиимперские, национал-демократические организации, но были разные, конечно, вплоть до тех и до неоязычников, которые там верили в славянских богов, были арийские разные организации, были неонацистские, скинхеды, все мы помним такую организацию РНЕ, да, или баркашовцы, как их называют. Впечатляют черные рубашки, эмблема, стилизованная под свастику, и выбрасывание правой руки в характерном приветствии. Члены РНЕ
тренируются в стрельбе и в боевых единоборствах, вербуют сторонников в среднем звене армии и милиции. Газета «Русский порядок» разоблачает планы противника мирового сионизма. Он руками своей марионетки США, цитата, «стремится уничтожить Россию, которая препятствует мировой еврейской гегемонии». Я помню, был в Самаре, я видел, что там каждый столб был обвешен. На каждом столбе была листовка с лозунгом, с эмблемами РНЕ. Так вот, уже в 2000-х годах, в нулевых годах у них, скажем так, начались изменения в русском национальном движении. Они начали отходить от национал-демократических такой идеологии и больше приходить к имперской. Тогда активно действовали, конечно же, с 90-х годов они активно действовали такие идеологи русского имперства, да, как Дугин тот же самый, Холмогоров, Крылов. Это империя. Это русский Третий Рим, вот просто вот мы русские, с нами Бог, который утверждается в качестве империи. И в конце вот фигура, это некий этот треугольник, пирамида, которая восходит и теряется за горизонтом. И поэтому мы никогда не будем осуждать того, кто на вершине этой империи, потому что он недоступен. Потенциал того, что мы империя, это колоссальный аттрактор будущего. Они мечтали о великой России, о возвращении империи. Они говорили о том, что нужно назад возвращать все эти земли. Ну и так далее, и так далее. Разные были толка русские националисты. Мы помним и Тесака, да, с его неонацистской организацией «Реструкт». Слава России! Слава России! Слава России! Слава России! До 11 класса у него были имя и фамилия. Сегодня он просто Тесак. За его спиной марширует человек с 20 бритоголовых. Вообще же за Тесаком стоят несколько тысяч молодых националистов Москвы и Подмосковья. Несколько раз в год вместе с соратниками они проводят операции по очистке Москвы от иноземцев. Утверждают, что властям это даже на руку. Рядовые сотрудники милиции, сержанты, там, младший офицерский состав, они бывают даже идешь по улице, там, что, скинхед такой, да, такой, ну молодец, блин, давай, я бы то же самое сделал, но не могу, у меня погоны. Хорошо идут! Хорошо идут! А ну-ка, давай-ка, уебай отсюда! Россия для русских! Москва для москвичей! В 2004 году, чтобы заменить праздник 7 ноября коммунистический, российские власти придумали такой праздник, как День народного единства, 4 ноября. И так получилось, что русское национальное движение этот праздник приватизировало, да, можно сказать так. И с 2005 года они начали проводить русские марши в этот день во всех городах России, где были сильны русские националисты. Наверное, самый пик силы русских националистов, которые собирали они на русских маршах, а тогда они собирали все разные течения, разные организации собирались воедино в этот день и шли как бы маршем, да, по городам России. Конечно, в Москве наибольше происходили марши, и, наверное, пик был в 2011 году, когда они собрали до 25 тысяч человек. Ну, конечно же, помимо Москвы такие же марши проходили и в Санкт-Петербурге, и в Нижнем Новгороде, и в Самаре, и в Саратове, и в разных других городах. Так вот, тогда они объединялись как бы вместе. А так, на тот момент были разные организации и партии. Национал-демократическая партия, которую как раз и возглавлял Крылов, Холмогоров там тоже был. Они вот продвигали вот эту имперскую идею. Как я сказал, с начала 2005 года начали проводиться русские марши. Уже тогда появились новые вот эти вот лидеры, такие как вот Поткин, Демушкин, Басманов. Но в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и вторглась в Донбасс, русское национальное движение раскололось. Часть из них поддержала так называемую русскую весну, присоединение Новороссии, как они говорили, возврат обратно ее в Россию. Потому что уже тогда, вот я говорю, вот эти имперские идеи, они захватили русское национальное движение, они тогда уже начали грезить восстановлением всей Российской империи.
И, конечно же, в первую очередь они хотели вернуть Украину и Белоруссию. Но Беларусь, она сама, можно сказать, да, лапки кверху подняла и сдалась в лице Лукашенко, конечно же. И здесь произошел раскол, потому что не все русские националисты поддержали войну с Украиной. Многие считали, что украинцы это такие же славяне, и славяне не должны воевать друг против друга, что не должно быть никакого восстановления Российской империи. И многие радикальные русские националисты, правые достаточно, они перешли на сторону Украины и начали воевать против России, против Путина. Тот же самый знаменитый Азов, его основатели это русские националисты в первую очередь. Так вот, что же было все это время в Республике Башкортостан? Как развивалось здесь русское национальное движение? Русское национальное движение в Республике Башкортостан в 90-х годах и 2000-х годах не развивалось никак. Потому что властью тогда крепко управлял Муртаза Рахимов. Он достаточно жестко держал бразды правления в республике, и никаких поползновений со стороны русского национального движения, конечно же, не было. Ну, то же самое можно сказать и о башкирском национальном движении. Да, в начале 90-х башкирское национальное движение, когда не зависело от властей, когда они были сами по себе, сами двигали свою повестку, они тогда были сильными. Но со временем, когда Муртаза Рахимов укрепился во власти, он, конечно же, начал переманивать национальных лидеров, башкирских национальных лидеров в стан. И именно идеологи башкирского национального движения, которые были в Народном центре Урал, они, Башкирский народный центр Урал, да, такая была организация, которая добилась основные достижения башкирской государственности, башкирского суверенитета были добыты именно этой организацией. Именно она двигала национальную повестку, башкирскую национальную повестку. Постепенно лидеры из Урала начали переходить во Всемирный Курултай Башкир, который создал Муртаза Рахимов специально под себя, чтобы контролировать национальное движение башкирское. И Союз башкирской молодежи, который точно так же в начале 90-х были независимые организации, которые проводили многочисленные акции протеста, которые выступали против подписания договора с Россией, да, они со временем тоже, скажем так, легли под Муртазу Рахимова, стали ручной организацией башкирской. Поэтому говорить, что башкирское национальное движение уже в поздние рахимовские годы, вообще в нулевые годы как-то там двигалось, независимо точно никто не двигался. Все было под контролем Рахимова. Но мы сейчас говорим о русском национальном движении. Единственная организация тогда русская, которая... Нет, конечно же, сразу надо сказать, что были нелегальные организации, были и скинхеды, в Республике Башкортостан, в Уфе, в Черниковке достаточно активно они двигались. И даже в своей книге «Кукбуре. Башкирские записки башкирского националиста» я пишу о том, что Азат Сальманов, один из основателей организации Кукбуре. Все, кто живет в республике, обязаны учить башкирский язык. Это не придумано башкирами, это придумано миром. Весь мир так устроен. Абсолютно все. Всех в любое государство приедешь, тебе говорят, надо учить наш язык, все. Идея построения организации Кукбуре брал от знакомого ему скинхеда одного, уфимского скинхеда. Ссылка в описании будет, можете прочитать, достаточно интересная книга, кто не читал еще, очень рекомендую. Так вот, конечно, были разные нелегальные организации, но открыто как-то действовать, какие-то акции проводить, мероприятия, митинги, пикеты они не могли. Конечно же, никто им не позволял во времена, еще раз говорю, правления Муртазы Рахимова. Единственная организация, русская национальная организация, которая тогда действовала, это Собор русских Башкортостана. Там уже собирались тоже, скажем так, лояльные, ну с виду, конечно же, да, лояльные Муртазе Рахимову русские деятели, какие-либо национальные политические деятели, через эту организацию продвигали свои идеи. Это вот была единственная организация, которая могла как-то легально сосуществовать. Конечно же, они не выступали против Муртазы Рахимова, никак не оспаривали его влияние на власть.
то, как он управлял республикой. Это была тоже ручная организация. То есть во времена Муртазы Рахимова они никак себя не проявляли как какая-то там независимая политическая сила. Но все изменилось после того, как Муртаза Рахимов был смещен со своей должности в 2010 году. Тогда русское национальное движение Башкортостана подняло свою голову. Пришел Рустем Хамитов, начались достаточно такие либеральные времена, когда и башкирское национальное движение, в принципе, начало действовать достаточно активно. Но башкирское национальное движение, конечно же, все равно подвергалось прессингу, не так, как русское национальное движение. Потому что именно во время Рустема Хамитова уже посадили и Айрата Дильмухаметова, и Фанзиля Ахметшина посадили, и Артура Идельбаева посадили, дали ему 2 срока, условных, конечно же, но в тюрьме он успел посидеть. И потом был прессинг и на организацию Кукбуре, потом прессовали организацию Башкорт, и уголовные дела заводили на нас. Все это было, конечно же. Такого не было с русским национальным движением. Так вот, русское национальное движение, у них появились свои идеологи, это надо отметить их сразу же. Они начали свою борьбу сперва без каких-либо политических лозунгов, да, они начали бороться против башкирского языка, в первую очередь, да, против башкирского языка. Они вот сосредоточили все силы на этом. Это, сразу скажу, что это был такой Константин Кузнецов, он до сих пор активно действует в русском национальном движении Башкортостана. Это преподаватель в БГУ Евгений Беляев, это один из идеологов тоже русского национального движения Башкортостана. Это, скажем, их силовая составляющая во главе с Виталием Луговым. Он возглавлял такой русский народный центр «Патриот». Они базировались, проживали в Кумертау. Там у них была вот эта организация, достаточно сильная, достаточно мощная. Они очень быстро, за короткое время ее сумели сформировать, идеологически накачать. И там-то такая достаточно сильная и мощная организация образовалась. Постоянно занимались спортом они. Именно на них, в первую очередь, конечно же, опирались уфимские идеологи, вот эти вот Кузнецов, Беляев. И оттуда, с Кумертау, приезжали в Уфу на какие-либо акции поддерживать именно вот ребята Лугового. Это надо же отметить, конечно же, это Светлана Некрасова, Екатерина Некрасова, да, это ее псевдоним, на самом деле это татарка, крещенная татарка Светлана Нургалеева. Но, как говорится, нет более русского, чем не русский, который считает себя русским, да? Но русский национализм, он не этнический. Не этнический. Для русского национализма своим является тот, кто считает, что он является частью русской культуры, частью русского мира. Вот это именно из тех, когда крещенная татарка взяла себе псевдоним Екатерины Некрасовой, она писала статьи под этим псевдонимом, и вот она активно выступала за русское национальное движение, выступала активно против башкирского языка, в том числе и против татарского языка она выступала, конечно же. Это надо отметить, конечно же, это так называемая Галина Лучкина, она активно боролась против башкирского языка. Елена Захарова там же была. Вот этот вот компания, они начали проводить какие-то акции, протесты, там, пикеты, митинги против башкирского языка. Что они требовали? Они требовали отменить обязательное изучение башкирского языка. Конечно же, это были маргиналы, которые не собирали даже в лучших своих акциях больше 50 человек. А так вообще в основном я был на их акциях, мы приходили, смотрели над ними, наблюдали за ними, как они все это проводят, что они там говорят. Максимум 15-20 человек, это вот их сила, максимальная сила была, да, это в миллионной Уфе. Никто не поддерживал идею тогда, даже русское население не поддерживало идею, что нужно запретить башкирский язык. Это, еще раз говорю, это были маргиналы. Одновременно с этим вот этот Константин Кузнецов и Евгений Беляев, они возглавляли здесь филиал партии Крылова, Национал-демократическая партия, да, НДП. И он был их идейным вдохновителем. После его смерти Холмогоров стал их поддерживать очень активно. Они сейчас на него молятся, на этого Холмогорова. И они начали продвигать идею, что национальные республики
должны быть все ликвидированы, должны быть возвращены губернии. И здесь, на месте Республики Башкортостан, должна восстановиться Уфимская губерния. Это вот основной посыл их был, основная идея, которую они проталкивали через свои, скажем, идеологические там какие-то статьи, воззвания, публикации и так далее. Так вот, но основная борьба была, еще раз говорю, сконцентрирована против башкирского языка. Они требовали, чтобы башкирский язык перестал быть обязательным. Надо отметить, что такое движение против национальных языков было не только в Республике Башкортостан. Практически в каждой национальной республике существовала такая своя группа людей. В основном, еще раз говорю, все это были маргиналы. И они раскачивали вот эту повестку, они, еще раз говорю, не собирали народ как таковой, массовости у них никогда не было. Мы, допустим, защиту башкирского языка в 2017 году собрали, в 2016 году собрали больше 3000 человек, да? Таких масштабов никогда русские националисты в Башкортостане не могли достигнуть. Никогда. Еще раз говорю, с темой борьбы с башкирским языком. Так вот, такие группки были в каждой национальной республике. Они все посылали петиции в Госдуму, там, вот они капали. Потом выяснилось, что на самом деле, конечно же, это все было спланировано из Москвы, из Кремля. Именно оттуда были заряжены вот эти люди, они финансировались, эти люди. Вот эта Галина Лучкина, она финансировалась, получала финансирование именно с Москвы, получала указания оттуда, когда проводить, как проводить, что говорить, кому писать обращения, да, свои. И в итоге все это привело к тому, что там в Москве, получая вот эти вот письма, якобы от многочисленного русского населения Республики Башкортостан, многочисленного русского населения Республики Татарстан, там, в Республике Якутия и так далее, они все это Путину клали на стол, говорили: вот смотрите, запрос русского населения такой, их там обижают, им там не дают изучать русский язык, их детей заставляют изучать ненужные никому башкирский, татарский, чувашский языки. Все это привело к тому, что в 2017 году Путин, мы помним, да, заявил открыто о том, что национальные языки не должны преподаваться в обязательном порядке детям, для которых он не является родным языком. Все это привело к тому, что с тех пор национальные языки перестали быть обязательными для изучения в национальных республиках. Государственные языки, еще раз, да, повторю. Все это вот произошло. И именно тогда мы провели вот этот свой знаменитый митинг, когда собрали больше 3000 человек. Все башкиры были возмущены. Участники митинга за защиту башкирского языка заявляем следующее. Родной язык любого народа – величайшая культурно-историческая ценность. Он является кладезем памяти народа, хранителем и источником его культуры, традиций, нравственности и мудрости. Если не сумеем сохранить родной язык, то исчезнет и сам народ. Наше дело правое, отступать нам некуда. Это наша Родина. Защитим и сохраним башкирский язык на вечные времена. Так вот, вернемся к этим националистам нашим, русским. На самом деле, конечно же, это никакие не русские националисты, это имперцы, шовинисты, которые, как я сказал, спали и видели, и мечтали о том, чтобы национальная республика Башкортостан превратилась в губернию уфимскую, чтобы никаких не было национальных республик. Такой посыл, такая идея шла именно от их лидеров, идейных лидеров из Москвы, от Холмогорова, от Крылова и так далее. Сломать Россию пополам, что называется, по Уралу и по Волжье.
Этого, конечно, ни в коем случае допускать нельзя, то есть нужно жестко принимать против всех вот этих вот башкортовских проявлений, которые, к сожалению, за 90-е годы им там дали очень сильно разгуляться, они, видите, до сих пор успокоиться в полной мере не могут. Так вот, тоже можно сказать, что пик русского национального движения Башкортостана пришелся на 2013-2014 года. Именно тогда они впервые заявили о проведении русского марша в Уфе. До этого, как я сказал, что при Муртазе Рахимове, конечно же, никакие русские марши не могли быть в Республике Башкортостан. И первые годы правления Рустема Хамитова тоже никакие русские марши, конечно же, не разрешали здесь в 2011-2012 году. Но постепенно они все-таки начали продавливать. Плюс у них была поддержка Крылова, от Холмогорова, которые начали пользоваться поддержкой уже самого Кремля. Дугин тогда же, да, вот со своим евразийством, он здесь тоже очень активно в Республике Башкортостан действовал. И совместно даже они с Бердиным, с Азатом Бердиным здесь активно занимались вот этой вот идеей евразийства. Так вот, в 2013 году они подали заявку на проведение русского марша в Уфе, и им одобрили. Администрация города Уфы одобрила эту заявку. Это вызвало большое возмущение среди башкирского национального движения. Тогда Кукбуре, в которого я тогда входил, занимал пост заместителя председателя организации, мы сделали заявление о том, что мы выступаем категорически против. Но у нас даже произошел такой небольшой конфликт произошел в Кукбуре в самом. Азат Сальманов тогда говорил, что не надо, да, надо сделать обращение, что мы против, но препятствовать проведению русского марша нельзя. Пусть проводят. Мы же, вот я, Фаиль Алсынов, Рамзиль Байназаров, там и еще некоторые члены Кукбуре, мы категорически заявляли, что ни в коем случае нельзя допустить проведение русского марша в Уфе, что нужно максимально этому воспрепятствовать. Но Азат Сальманов был председателем организации, имел авторитет непререкаемый, и в итоге ограничились одним, скажем так, заявлением. Заявление, что мы выступаем против этого проведения русского марша. Мы даже тогда, помню, тогда вообще интернет бурлил. Русские националисты и их сторонники говорили о том, что мы можем провести русский марш. Башкирское национальное движение, их сторонники говорили о том, что здесь нельзя проводить русские марши, мы не позволим. У нас даже была встреча с лидерами русского национального движения. Я помню, я, Фаиль Алсынов и Азат Сальманов. И мы троем встречались с Евгением Беляевым, Константин Кузнецов и кто-то еще был третий. Точно не помню. Возможно, может быть, Виталий Луговой. Сейчас уже точно не помню, поэтому врать не буду. И даже тогда я им, когда задавал вопрос, я говорю, ребята, а зачем вам проводить русский марш? Вот для чего? Что такое вообще марш? Марш — это шествие победителей. Да, кого вы здесь победили? Вы нас, что ли, победили? Нет. Тогда зачем вы хотите провести русский марш? Они говорят, вот мы как бы хотим заявить о наших проблемах. У нас у русских тоже есть свои проблемы, есть права, которые ущемляют наши права, мы хотели бы о них заявить громко. Я говорю, пожалуйста, вы же можете провести митинг, вы можете провести пикет, пожалуйста, никто этому воспрепятствовать не будет. Проводите митинг, озвучивайте там свои требования, свои проблемы озвучьте, говорите о том, что нарушаются ваши права как русского народа и так далее, и так далее. То есть никто не будет мешать этому. Но вы же хотите провести именно русский марш, в то время как в других русских городах вот эти русские марши проходят под какими лозунгами? Россия для русских, да, Москва для москвичей, там Россия для белых, и так далее, и так далее. То есть тогда достаточно жесткие были вот эти вот высказывания со стороны русских националистов. Но мы их не смогли переубедить. Они сказали, что нет, мы будем проводить русский марш. Азат Сальманов, как я сказал, выступал за то, чтобы русские проводили свой русский марш в Уфе. И в итоге русский марш тогда прошел. Собрал тогда достаточно большое количество людей. Это 2013 год. Он проходил в Черниковке. Шествие шло от ДК УМПО до ДК Химиков.
Собрал он тогда от 300 до 500 человек, достаточно большое количество людей, они были с большими лозунгами, там, убийцы русского языка, остановитесь. Вот эта их идея о том, что нужно ликвидировать национальные республики, вылилась в такой плакат, где было написано «Уфимский край», ну и так далее. Вот они тогда под барабанное шествие с флагами, с имперскими флагами прошли достаточно громко, сильно, там собрали огромное количество ОМОНа их, для охраны их, потому что знали, что как бы, ну, башкиры очень недовольны, башкирские националисты были очень недовольны и боялись каких-либо столкновений. Мы тогда пришли посмотреть на этот русский марш, был я, Фаиль и еще несколько человек, пришли посмотреть. Помню, на нас так русские националисты, когда увидели, посмотрели, начали перешептываться, думали, что будут какие-то провокации, начали кричать даже в нашу сторону что-то. Вот, но вертолеты тогда летали, да, то есть они запустили даже вертолеты в целях безопасности. Ну, в общем, русский марш прошел. Окрыленные успехом, они в 2014 году вновь подали на заявку на проведение русского марша, но к тому времени мы уже, я, Фаиль Алсынов и еще несколько человек, мы вышли из организации Кукбуре, создали свою организацию Башкорт и сделали заявление, что вот в этом году уже мы, организация Башкорт, мы вам не позволим провести русский марш. Мы сделаем все возможное и невозможное, законное и незаконное, чтобы у вас этот русский марш не прошел. В принципе, как сказали, так и сделали. В итоге русский марш у них не состоялся. Мы в день проведения русского марша, русские тогда тоже уперлись, сказали, нет, мы все равно будем проводить, как бы к чему бы это ни привело. Тоже там накал страстей был огромный. Мы начали проводить так называемые сходы батыров, куда еженедельно собирались ребята, обсуждали, как мы можем противодействовать этому русскому маршу. Вот. Сперва хотели их остановить мирными акциями, да, мы проводили пикеты возле здания МВД, ФСБ, прокуратуры, требования остановить русские марши, остановить фашизацию Уфы и республики, остановить русских имперцев, начали расклеивали листовки, везде нет фашизму, да, в республике и так далее. Но власти были настроены решительно, что русский марш должен был пройти. Хорошо, тогда в день русского марша несколько десятков машин башкирских ребят приехало на место проведения, а это был Затон, там им как бы, да, одобрили площадку. Вот эта вот ситуация, которая нагнеталась, да, несколько месяцев, да, перед началом русского марша, вот это вот за день до русского марша, она очень сильно бурлила. Еще раз говорю, проводились различные сходы, митинги, в интернете постоянно шли ожесточенные споры. Все это, конечно же, не могло не привлечь Москву. И они поняли, что дело может закончиться очень плохо. И оттуда, ну это нам потом рассказывали, да, оттуда был прислан специальный человек из ФСБ, который, скажем так, курировал операцию по недопущению вот этого вот силового противостояния. В итоге что они сделали? Они арестовали утром, в день русского марша, утром арестовали всех лидеров русского национального движения, Беляева, Кузнецова, Лугового и там всех это, его приближенных, да, вот этих ребят, которые физически сильные такие. И когда мы приехали на несколько десятков машин к месту русского марша, нас тоже всех арестовали. Подогнали несколько автозаков, нас всех загрузили и как бы увезли на весь день в РОВД. Тогда мне дали 5 суток. Но русский марш не состоялся. Русский марш не состоялся, они ограничились там каким-то пикетом, там, какими-то там заявлениями и все на этом. Вот такого масштабного события, которое было в 2013 году, его не было. И после этого русские марши вообще больше не проходили в Республике Башкортостан, потому что они поняли, что башкиры готовы пойти даже как бы на силовое противостояние, на драку с русскими, лишь бы не допустить проведения русского марша. И вот с того времени прошло сколько уже, больше 10 лет, да, русского марша так до сих пор и не было, потому что, ну, последствия до сих пор все помнят, какие были. И здесь как раз на удачу русским националистам Республики Башкортостан произошла аннексия Крыма в 2014 году, произошел
захват Донбасса, туда, да, Стрелков-Гиркин, скажем так, со своим отрядом вошел в город Славянск, и началась гражданская война на Донбассе. И, конечно же, так как их идейные вдохновители, тот же самый Крылов, тот же самый Холмогоров, они поддерживали вот эту вот русскую весну, так называемую, и, соответственно, вот эти вот лидеры русского национального движения Башкортостана тоже, конечно же, поддерживали все это, все, что творилось тогда в Украине. Они начали проводить различные акции в поддержку вот, войны на Донбассе, поддержку добровольцев, начали собирать гуманитарную помощь, объединились с этой вот маргинальной организацией НОТ, да, которая у нас действовала в Республике Башкортостан, и вот этот Марк Сагадатов, там вот такой вот полудурок ходил постоянно везде, каждый чих пикетировал и говорил, что нужно поддержать Путина, нужно сменить конституцию, нас захватили американцы и так далее, короче. Весь этот бред. Путин! Родина! Свобода! Путин! Родина! Свобода! Путин! Долой американскую конституцию! Долой американскую конституцию! Долой американскую конституцию! Ура! Вот они вместе объединились, они начали собирать гуманитарную помощь для воюющих в Донбассе. И за счет этого они начали легализовываться. Они начали легализовываться в республике. Если раньше они были маргиналами, то здесь они уже как бы, да, вроде бы защищали правое дело. Но все равно силовики тогда еще, скажем, их не поддерживали. Их еще не поддерживали. В то время единственный, кто их поддерживал, да, из таких политических структур, это было ЛДПР. ЛДПР, Иван Сухарев, который у нас здесь возглавлял отделение ЛДПР в Республике Башкортостан. Наверное, немножко стыдно должно быть за то, что наша страна победила в Великой Отечественной войне, спасла весь мир от фашизма и... Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Он активно поддерживал русских националистов. Очень много русских националистов выдвинулось в районные депутаты, городские депутаты именно от этой партии. И уже когда началась полномасштабная война с Украиной, тогда уже, конечно же, вот эти вот русские имперцы из Республики Башкортостан, они развернулись вовсю. Сегодня они активно участвуют, активно действуют уже не просто на уровне, вот, на низовом уровне, как сами по себе, да, нет. Они уже взаимодействуют с властями города Уфы и других городов тоже. Они совместно проводят мероприятия, акции. Правда, сейчас они уже действуют не под лозунгом, да, Уфимской губернии, как у них это был такой самый мощный лозунг. Сейчас они действуют влились в такую единую организацию, которая сейчас стала самой масштабной, самой сильной организацией в России. Это русская община. Здесь они организовали свой филиал, ее возглавил тот же самый Константин Кузнецов, и начали также помогать собирать помощь для тех, кто воюет в Украине, ну, со стороны России, конечно же, да, гуманитарную помощь, там, собирать на дроны всякие, да, финансы. Еще хотел сразу напомнить по поводу Виталия Лугового, что с ним стало. Он в свое время там перешел дорогу некоторым. Ну, он очень сильно расчувствовался. Он начал заводить оружие пачками из Донбасса. И это не понравилось силовикам. И его арестовали и условно осудили. Да, там якобы, как будто бы он там продавал алкоголь. Конечно, я в это не верил, потому что, ну, человек, который занимался спортом, пропагандировал спорт, навряд ли занимался бы тем, чтобы продавал алкоголь. Хотя все может быть. Вот, от русских имперцев можно ожидать все. Тогда он как бы завозил уже машинами оружие. Оружие уже ездил сам лично на Донбасс. Там есть фотографии, где он выступает, где он фотографируется с пулеметами, там, да, весь обвешанный лентами. Они начали заводить оружие уже в Республику Башкортостан. И вот это, на почве этого, как бы, да, у правоохранительных органов возникли вопросы к нему. И его осудили там условно, по-моему. Он сколько-то времени просидел там в тюрьме, но потом ему дали условный срок, и все.
И он немножко выпал так из повестки. Но Константин Кузнецов сейчас, скажем так, стал у них главным, идейным таким вдохновителем. И вот он возглавил вот эту русскую общину в Республике Башкортостан. Сейчас эта русская община активно, еще раз говорю, взаимодействует с администрацией города Уфы. Их сегодня уже крышует не просто какой-то там, да, председатель регионального отделения партии, а сегодня их крышует сам премьер-министр Республики Башкортостан, глава правительства Андрей Назаров. Именно он финансово помогает всем русским националистам, националистическим организациям в республике. Он их крышует, он их финансирует. Сегодня у них есть свои спортзалы, где они открыто занимаются. У них есть свои тиры, где они стреляют и приглашают людей туда, да. Они открыто проводят показательные бои, рукопашные бои, ножевые бои в парках города Уфы и других городах России. Активно они, то есть никого не скрываясь, они с русскими имперскими флагами занимаются вот этими вот единоборствами. Помимо этого, у нас в республике в последние годы активно начало развиваться казачье движение. Это тоже такие вот военизированные такие группы, которые, конечно же, поддерживают Путина, поддерживают единую и неделимую Россию, которые выступают против национальных республик, против того, чтобы в национальной республике были в составе России. Все они выступают за ликвидацию национальных республик. И, как я сказал, поддерживаются непосредственно уже самим Андреем Назаровым, да, уже самим правительством на самом высоком уровне. В 1986 году депутат Назаров Андрей Геннадьевич со своими друзьями встретили меня на улице, избивая, повели меня в подвал. В подвале они издевались надо мной. Сколько было человек? 3. Они все получили сроки? Получил Каплин, Назарову. 3 года, да? 3 года, но его потом все равно как-то условно сделали. Освободили. А Полин ничего не получил. Вас такой приговор не устроил, конечно. Меня это не устроило, да. Помимо этого, их уже активно поддерживают не просто, уже, если раньше, еще раз говорю, силовики так нейтрально относились к ним и прессовали башкирское национальное движение, то сегодня силовики точно так же прессуют башкирское национальное движение и уже помогают русским националистам. Рядовые сотрудники милиции, сержанты, там, младший офицерский состав, они бывают даже идешь по улице, там, что скинхед такой, да, такой, ну молодец, блин, давай, я бы то же самое сделал, но не могу, у меня погоны. Мы знаем, что башкирское национальное движение сегодня под очень сильным прессингом, посажены практически все национальные лидеры, и Айрат Дильмухаметов, и Фаиль Алсынов, и Рамиля Саитова посажены, и организация Башкорт запрещена. И вот по Баймак Смудилу сколько людей посадили. Там одни башкиры, там нет русских. Вот. А русские, из русских потери, которые были, это вот условный срок у Виталия Лугового. Они активно сейчас работают, пропагандируют свои идеи вот русского национализма, русского имперства и шовинизма по отношению к башкирам. Сказал, ошалей, да? Они добились того, что башкирский язык теперь вот перестал быть обязательным языком для изучения. Хотя они равноправны с русским языком, да, что башкирский, что русский, они оба государственные языка и должны быть, по идее, равноправны. Изучаться должны, в принципе, одинаковые часы, но русские националисты добились того, что в национальных республиках теперь башкирский язык изучается 1 час в неделю. Вот. И силовые структуры точно так же их очень сейчас поддерживают. Мало того, они проводят совместные рейды, ну, если не в Республике Башкортостан, то в других районах, в других регионах России, в Москве, в Самаре, я знаю, проводят активно совместные рейды с силовыми структурами, с сотрудниками МВД по стройкам, по рынкам, где и вылавливают нелегальных мигрантов, да, иммигрантов. И здесь то же самое, здесь прошли большие рейды, и я уверен, что, конечно же, здесь помогали им русская община вот, под руководством Кузнецова. Это о чем говорит и к чему мы должны быть готовы, башкиры? Это говорит о том, что фашизация России будет продолжаться. Сейчас удар идет по мигрантам, да, из Средней Азии, по нелегалам
из Кавказа. Их будут сейчас прессовать, их уже сейчас бьют, избивают вовсю и открыто это делают в городах России. Но надо же понять, что эти люди, они сюда приезжают, они работают на самых тяжелых работах, куда русские не идут работать. На стройки они идут, разнорабочими, идут в ЖЭО, подметать дворники, убирать мусор. Но русские же это не будут делать. Они что думают, что вытеснив всех мигрантов, они их заменят, что ли? Кем заменят? Сами пойдут. Но я сомневаюсь в этом. Но они это сейчас делают, потому что под это выделены деньги. Под это выделены деньги и очень хорошо финансируются. Им нужно показать свою работу всем вот этим русским общинам. Сейчас они взялись за мигрантов, потом они в дальнейшем перейдут, конечно же, на нас. На башкир, на тех, у кого не такой разрез глаз, не такие носы, не такой цвет лица и так далее. Давай-ка, отсюда, Россия для русских, Москва для москвичей. Это Москва. Станция метро Кунцевская, 24 марта. Зигуя и восхваляя нациста Тесака, молодые люди окружили Василину, жительницу Якутии. А это подмосковная Электросталь. Это же неделя. Росгвардия и ОМОН проводят рейды на складе Wildberries. Работников выгнали на улицу, у мужчин проверяют военные билеты. Уклонистов могут увезти, сообщают сотрудники склада. А того, кто сопротивляется, цитата, ОМОН лупит палками. Такие же рейды уже прошли в Тульской области и Волгограде. Нижегородские власти запретили мигрантам работать в такси. Жители подмосковного Подольска требуют закрыть мечеть. В Саратовской области просят губернатора ограничить выход мигрантов в город до 4 часов в неделю. Что нам стоит башкирам ожидать? Конечно же, надо ожидать того, в первую очередь, что национальные республики рано или поздно ликвидируют. Это вызовет, конечно же, взрыв возмущения среди народов России. Именно вот для этого и нужны вот эти казачьи организации, вот эти русские дружины, которые будут подавлять. У них сейчас огромное количество оружия. Я это говорю не просто для того, чтобы вас запугать. Я это знаю, потому что мне непосредственно говорили сами русские националисты из Республики Башкортостан о том, что у них есть целые схроны с оружием в Республике Башкортостан. И не просто пистолеты, а там автоматы Калашникова, там пулеметы, там гранаты, там РПГ. Ну, представляете, да? Не хватает только БТРов и танков, все остальное у них уже есть. И не просто там чуть-чуть, а его много. То есть этим оружием можно вооружить там, я думаю, что не менее там 500 человек, наверное, точно. Эти люди, вооруженные, многие из них, пройдя боевой опыт на войне в Украине, будут готовы уничтожать всех тех, кто будет выступать в защиту своих национальных прав, кто будет готов выступать в защиту национальных республик, которые будут ликвидировать. Я нацист. Я не буду углубляться. Националист, патриот, имперское направление и так далее. Я прям говорю, я нацист. Можно руку вскинуть. То есть и обычная реакция превыше всего. Они говорят, обычная реакция. Ох, ничего себе, первый, кто сказал. И потом говорят, вот он приходит новый человек в определенной ситуации. И вот что-нибудь спрашивает. Я стою рядом, смотрю, мне интересно. Он, ты что, нацист, что ли? Тот, да я, понимаешь, язычник. Тот говорит, слышь, ты говно. Вот нацист, и вот нацист, и вот нацист. Вот у меня нацисты сидят. А что ты мнешься? Я прям говорю, я нацист. Они готовятся, они прекрасно также понимают, что Россию трясет, Россию лихорадит, что вот эти экономические неурядицы, все это, скорее всего, приведут к тому, что в России наступит коллапс, очередной 1917 год или очередной 1991 год, когда вполне возможно наступит гражданская война. Так вот, они, русские националисты, они к гражданской войне готовы. У них сейчас уже обученные ребята есть, которые стреляют в тирах, легально вполне, да, их поддерживают финансово, у них есть оружие, у них есть структурированные организации, группы людей готовых. У башкир этого ничего нету. У башкир максимум есть только охотничьи ружья у некоторых в домах. И все.
И луки, вот мергены, да, у нас как бы из лука стреляли. Все, больше у нас ничего нету. И надо понимать, на чьей стороне будет победа. Если мы сейчас не начнем предпринимать какие-либо действия. Что мы должны делать? В первую очередь мы должны вооружаться. Теми легальными и нелегальными способами нужно покупать оружие. Если это возможно легально, конечно же, нужно делать легальное оружие. В первую очередь. Потому что вам потом в будущем придется защищать свои семьи. Если это можно нелегально, не попадаясь, тоже как вариант. Купили, спрятали. Травматы можно переделывать под боевые. Нужно объединяться. Объединяться в группы, объединяться в организации. Заниматься спортом, прекращать бухать. Потому что впереди нас всех ждут тяжелые времена и очень смутные времена. Когда вполне возможно придется драться за свою жизнь, за жизнь своих семьи, своих детей, своих родителей. Никто, кроме нас, кроме мужчин, не защитит наших женщин и детей. Если вы готовы, если вы сейчас видите, да, что они творят с мигрантами, да, с таджиками, с узбеками, вы думаете, они это не будут творить с нами, что ли? Будут, точно так же будут. Либо они от нас будут добиваться двух вещей. Либо мы полностью ляжем под них, как рабы, как молчаливое стадо, которое будет согласно на все. И на ликвидацию национальных республик, и на запрет языков. И у нас здесь уже будут руководители не свои башкиры, а будут присланы какие-то варяги русские, как генерал-губернаторы когда-то, да, были у нас здесь, в Российской империи. Они все хотят это восстановить. Либо мы будем защищаться. Мы будем защищаться, отстаивать права и добиваться своей независимости и рвать наконец-то с этой дурной кровавой империи под названием Россия. Все, вариантов других нету. Либо мы рабы, либо мы свободные люди. Думайте, Башкортостан. Времени не так много, и уже давным-давно, еще вчера, надо было действовать. Қау болыңыз, құрметті милләттәштәр. Мы сражались за нашу страну. Мы теряли лучших сыновей башкирского народа. Наши мечи всегда были вынуты, и мы давали отпор, когда враг ступал на нашу землю. Наши женщины и дети были вынуждены плакать. Под руководством великих лидеров мы восставали и доказывали свое право на независимость. Башкирскому народу настало время взять свою судьбу в свои руки. Теперь нам вновь угрожают. Нас пытаются уничтожить. Пытаются стереть нашу идентичность. Заставить забыть, кем мы в действительности являемся. Но мы нация сильных мужчин и сильных женщин. Нация стойких воинов, что всегда защищала и никогда не нападала. Мы готовы. Мы дадим отпор всем тем, кто желает заставить забыть нас о том, что мы являемся башкирами. Мы приветствуем тех, кто рядом с нами. А те, кто хотят уничтожить нас, мы предупреждаем. Больше никогда нас не заставят отречься от нашей веры. Больше никогда нас не заставят быть униженными. Больше никогда мы не будем жертвами. Мы будем делать, что мы делаем. Мы вернем себе свободу и больше никогда не будем рабами. Мы говорим единым башкирским голосом. Больше никогда.